вечер. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Самые актуальные новости пятницы, 14 августа в нашем выпуске. Районный суд Симферополя восстановил решение о пребывании зампреда Меджлиса Ахтема Чайгоза под стражей до 19 ноября. Сегодня Киевский районный суд города отменил решение Верховного суда Крыма о пребывании Чайгоза под стражей до 19 августа. Детали в сюжете. Честно говоря, вот эти непонятные вещи продолжаются. Получается, что местный суд может отменять решение Верховного суда, изменять его и принимать то решение, которое он считает нужным. Напомним, 10 августа прошло заседание Верховного суда Крыма по апелляционной жалобе защиты Ахтема Чайгоза с просьбой отменить решение Киевского районного суда Симферополя, согласно которому ему определено содержание под стражей до 19 ноября. Но суд не удовлетворил полностью требования прокуратуры и частично удовлетворил просьбу адвоката, определив срок пребывания Ахтема Чайгоза под арестом до 19 августа. Сегодня же ходатайство следователя восстановить арест, как и было прежде до ноября, было удовлетворено. Мы думали хотя бы то, что этот Киевский суд не отменит решение того суда, который был 4 дня назад. До 19-го должно было что-то. А тут получилось все как получилось. По словам Ильми Умерова, действия Киевского районного суда мотивированы тем, что Ахтем Чайгоз сможет сбежать из страны, если его освободят из-под стражи 19 августа, в то время как будут проводиться следственные мероприятия, которые еще не окончены. Хотя в то же время и адвокат утверждает, и сам Ахтем Чайгоз утверждает, что последние 4 месяца никаких следственных дел с ним не проводится. При этом он отметил, что Чайгоз во время заседания суда назвал происходящее, цитата, «заказным судилищем с предопределенным результатом». Ни у кого не вызывает сомнений характер данных обвинений беспочвенных, и что все это носит политический заказ. Ссылаться на тяжесть статьи, с таким же успехом меня можно было обвинить в более, или любого другого человека на усмотрение следователя обвинить по более тяжелым статьям и потом держать в изоляции. Также, по словам Умерова, Чайгоз заявил, что виноватым себя ни по каким из озвучиваемых преступлений не считает. Ахтем Чайгоз находится под стражей около 7 месяцев. Он обвиняется по статье «Организация массовых беспорядков», которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Имени Мамедова, Альберт Жуковский, «Заман», АТР. Главу Алушинского регионального Меджлиса Энвера Арпатлы сняли с должности заместителя главы администрации Алушты по вопросам межнациональных отношений. В российской администрации города он проработал год и 2 месяца. Теперь Энвер Арпатлы в социальных сетях активно критикует представителей российской администрации Крыма. В частности, на своей странице в Facebook Арпатлы выступает за отставку вице-премьера российской администрации Крыма Руслана Бальбека и главы Госкомнадзора российской администрации Крыма Заура Смирнова. Российский оппозиционер в суде пытается оспорить аннексию Крыма. Соучредитель общественного движения «Майдан без границ» Валерий Отставных обратился в Конституционный суд России с требованием отменить закон о присоединении Крыма к России. Кроме него, такие же иски подали еще 2 представителя оппозиции. Вот для того, чтобы показать, что король голый, мы и подали этот самый иск в Конституционный суд, чтобы привлечь внимание юридического сообщества, украинского, российского, международного, к юридическим аспектам вот этого незаконного присоединения. Для того, чтобы дать возможность юристам, дать возможность журналистам, дать возможность властям Украины прокомментировать наш иск. Мусульмане Крыма перед прохождением хаджа должны пройти вакцинацию. По информации Духовного управления мусульман Крыма, прививки против менингококковой инфекции можно сделать во 2-й Симферопольской поликлинике. Паломников будут принимать с 17 августа в течение недели. Пройти вакцинацию следует не менее чем за 10 дней до въезда в Королевство Саудовская Аравия. В этом году прибытие паломников в Мекку начинается 16 августа, а возвращение заканчивается 12 ноября.
35-й российский гомконвой заехал на оккупированный Донбасс. Утром колонна грузовиков МЧС России пересекла российско-украинскую границу. Об этом сообщается на сайте министерства. По их информации, в колонне более 100 автомобилей. Груз весит более 1000 тонн. Все российские гомконвои пересекают украинскую границу незаконно. Представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, в оккупированной части Донбасса растет количество случаев отравления людей из-за некачественной гуманитарной помощи из России. А в штабе АТО утверждают, ситуация на Донбассе обостряется с прибытием очередного конвоя Путина. Наша міжвідомча група перебуває вже тривалий час, фактично серпня минулого року, на території російського пункту пропуску Донецьк. Там ми маємо можливість виключно візуально зверху подивитися у вантажівки. І такий огляд, звичайно, не є повноцінним оглядом і не дозволяє нам 100% стверджувати про той чи інший вміст гуманітарних конвоїв. Те, що вдалося побачити зверху візуально, це продукти харчування, 83 автомобілі, нібито медикаменти та медобладнання, 1 автомобіль і 2 автомобілі з товарами народного споживання. Задержанный в Украине майор российской армии Владимир Старков попросил Владимира Путина не отрекаться от него и признать его действующим российским военнослужащим. 25 июля в Донецкой области сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали 2 мужчин, которые перевозили на КАМАЗе большое количество боеприпасов. Одним из задержанных был кадровый российский военный Владимир Старков, второй – член бандформирования. Старков в видеообращении к российскому президенту утверждает, что он действующий офицер, прослуживший 19 лет. Я не боевой офицер, я чисто бумажный такой, тыловой офицер. Я не террорист, я не шел сюда кого-то убивать. Поэтому прошу все-таки признать, что я действительно военный, и помочь отсюда в Россию перевести. Генеральная прокуратура будет допрашивать экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает «Громадская». Для проведения такого допроса Генпрокуратура Украины направит в ведомство России обращение о помощи в проведении видеоконференции. Затем согласовывается место допроса, потом устанавливается техническая связь. Также адвокат экс-президента отметил, что на сегодня Виктор Янукович в международном розыске не числится. Красна картка з облікової системи Інтерполу щодо Януковича була видалена. На сьогоднішній день він може вільно пересуватись світом. Щодо матеріалів розшуку по справі Межгір'я та інших справах у захисту немає інформації, та як ви можете впевнитись особисто з сайту, з інформаційного сайту Інтерполу, Янукович у розшуку по цим справам не перебуває. Верховный суд России отклонил жалобу на указ Путина о засекречивании военных потерь в мирное время, сообщает Радио Свобода. Жалобу подавала инициативная группа в составе юристов, журналистов и общественных активистов. Вчера суд признал, что президентский указ не противоречит закону. Данное решение будет обжаловано в суде. Я не услышал от них убедительных доводов. В моем понимании, они доказали, к сожалению, что президент злоупотребил своим правом формировать перечень сведений, составляющих государственную тайну. Попытка засекретить сведения о потерях личного состава вооруженных сил – это лишь яркий, но не единственный пример того, где президент Российской Федерации выходит за рамки закона о государственной тайне, пытаясь засекретить те или иные объемы социально значимых сведений. Самогон из санкционных персиков делают в России. Жители Смоленской области мешками тянут домой со свалки подавленные санкционные нектарины и гонят из них алкогольные напитки. Говорят, что фрукты настолько сладкие, что и сахар для самогона не нужен. Сторож рассказала, местные ходят на свалку, как на рынок, и с нетерпением ждут следующей партии неугодного продовольствия.
Я сказала, ну, прокурорщик, отдайте дом престарелых, детям-инвалидам, бездетным, ну, вот есть. Не положено. Люди все хапали туда, везли. Там были и хорошие, они в ящиках ученых прямо доили. А в Керчи на полигоне твердых бытовых отходов уничтожили партию нектаринов весом почти 4,5 тонны. По данным Россельхознадзора, партию фруктов задержали в Керченском морском рыбном порту. Они были экспортированы из Литвы и направлялись на материковую часть России. Продавцы арбузов в Севастополе напали на главу района. Во время рейда на проспекте Победы полицейские обнаружили точку незаконной торговли арбузами и решили конфисковать товар. Несогласные с этим решением продавцы хватали полицейского за форму. Один из торговцев выбил телефон из рук главы муниципального округа Нахимовского района, который в это время снимал происходящее на видео. Тем не менее, товар конфисковали и отправили на хранение до суда. Когда его зачем? В Севастополе же полицейские избили отдыхающих из-за того, что те собрались в количестве больше 3. Инцидент произошел вечером 12 августа. Местные жители, а также несколько туристов собрались у памятника затопленным кораблям в Севастополе. Однако по законам России все сборы, в которых принимают участие более 3 человек, являются несанкционированными. Полицейские силы пытались задержать отдыхающих. Женщине, которая пыталась за них заступиться, стражи порядка сломали палец. Мне нормально, вообще обкуренный какой-то полицейский. Нашли козла, для галочки. Нет оснований его задерживать. Я вам говорю, как юрист. Вы что делаете? Вы что делаете? Отойди! Да что ты завтра в YouTube Генеральную прокуратуру города Москвы отправить надо. Вот этот беспредел. У вас нет таких полномочий, у вас не сопротивлялся. Вы уже морду распахали. Чебурек догнал галушки и хот-дог. В Белогорске на Феодосийской трассе появился памятник национальному крымско-татарскому блюду. Его решил установить крымский бизнесмен и меценат Рисуль Велиляев. Среди известных памятников еде галушки в Полтаве, вареники в Канаде и хот-дог в Зальцбурге. Памятник чебуреку видели наши коллеги. Не заметить памятник чебурекам, проезжая по Феодосийской трассе, невозможно. 2 золотистых и аппетитных полукруга сияют в дороге, привлекая внимание как туристов, так и крымчан. Инициатор создания этого монумента – местный бизнесмен и меценат Рисуль Велиляев. Он отметил, идея появилась абсолютно спонтанно. Она возникла во время строительства соборной мечети Джума-Джами совместно с руководителем проекта «Крымский стиль» Мамутом Чурлу. Очень часто мы с Мамутом Чурло общались на тему, что наши национальные блюда перехватывают другие нации и представляют как свое, исконное. И он начал рассказывать о своем чебуреке. Вот чебурек, говорит, уже во всех странах, практически даже в Америке, и то этот чебурек есть. Но никто не знает, что это крымско-татарское блюдо. А Мамут всегда, вот он какой-то креативный, несмотря на его возраст, он креативный. Давай, говорит, памятник чебуреку сделаем, говорит, и такого нигде нету. Над эскизом 3-метрового монумента помимо Мамута Чурлу работал художник и дизайнер Зубир Кадризаде. Велиляев отмечает, думали, создадут памятник чебурекам за несколько недель. В итоге работа растянулась на несколько месяцев.
Мамут Чурлу у нас очень такой дотошный, до каждой точки должен докопаться. И приходилось художнику дорабатывать. Даже овал где-то, если чуть-чуть не так сделано, это все дорабатывается, красится. Даже вот эти пупырышки, которые вы там видите, они в последнюю очередь говорят, а где вздутые места в чебуреке? Чебурек без вздутых мест не бывает. На монументе не остановились. Около него есть и чебуречная. Ее дизайн выполнен также Мамутом Чурлу в национальном крымско-татарском стиле. На стенах копии старинных фотографий и картин, собранных коллекционером Низами Ибраимовым. На них, конечно, чебуреки. Ароматные солнцеподобные чебуреки-янтыхи подаются в саабах, специальной керамической посуде, изготовленной для этого блюда. Особая гордость Рисуля Велиляева – ручная мельница. Купили мельницу специально, это старая татарская мельница у людей там в деревнях. Она в рабочем состоянии, то есть там будет пшеница, будем молоть муку, люди будут приходить, крутить, молоть эту муку и получать настоящие чебуреки. Стоит отметить, это не первый памятник еде в мире. 5-й. Так, например, памятник галушкам есть в Полтаве, варенику в Канаде, хот-догу в Зальцбурге и пельменям в Ижевске. Лейля Каведжи, Асан Асанов, Заман, АТР. Также Рисуль Велиляев отметил, что весной следующего года он планирует открыть в городе музей. В нем будет располагаться мини-макет города Белогорска, тогда еще Карасу-Базара, каким он был до присоединения Крыма к России 8 апреля 1783 года. По словам Велиляева, тогда в городе проживало от 40 до 50 тысяч человек. На его территории насчитывалось 22 мечети. Работа над созданием музея начнется уже в сентябре этого года. Я отправлял специально людей в Московский исторический музей, чтобы они по архивным документам нашли все, что связано было с Карасу-Базаром, с мечетями Карасу-Базара. Были найдены очень много материалов. По этим материалам мы знаем координаты всех 22 мечетей, четкие координаты, где они стояли. И в этом макете они четко будут стоять на своих местах, где они стояли в древности. На этом у меня все. Больше расскажет Шевкет Наматулаев в Замане в 21:30. Хороших вам выходных. Всего доброго.